Главные новости республики на ТНВ. Печаль в каждом слове. Такой владычицу казанскую не видел ни один зритель мира. На сцене театра оперы имени Мусы Джалиля опера «Сююмбике». Ее сыграла ведущая солистка театра Гульнора Гатина. Роль мечты, от которой, по словам оперной дивы, она чуть было не отказалась, когда режиссер рассказал, какой Сююмбике должна предстать на сцене. Образ Сююмбике оказался совсем другим, не тем, как мы его себе все представляли, все, кто тут ждал этой постановки. И когда он начал показывать, когда он начал объяснять, что делать, тяжело было сначала с этим мириться, потому что вы сами видели, что она у нас такая, то есть сразу начинается все с печали. Над оперой работали 2 года. Все началось со стихов Рената Хариса. Поэт перелопатил талмуды исторических справок, прежде чем написал о том, как он видит период, когда Сююмбике правила Казанью. К судьбе обращается. Почему ты, судьба, девушку, степную девушку, рожденную для счастья, мучила, посадив на трон? На моем столе, я так посчитал, 4 или 5 партитур Сююмбике, потому что это уже версия. Все мы как-то меняли, как-то объединяли. Такой ее увидел зритель, пусть и в золотой, но клетке. Опера из 3 действий о борьбе за власть внутри Казани, о только начинающем свой путь Иване Грозном, о бывшем казанском хане Шахе Али и о том, как шаг за шагом все идет к легендарному прыжку в вечность. Немаловажное значение – это сценография, которая как бы представляет собой пространство внутреннее знаменитой наклонной башни Сююмбике. Эта башня ведь для тех, кто родился в Казани, это особенное что-то. Это не просто символ, это часть самого тебя. Еще не успели остыть клавиши, а на премьере уже побывали все казанские ценители оперы и истории. Композитор Резида Ахиярова признается, писать о такой вехе было непросто, все пропустила через себя. Как будто я сама прощалась с Сююмбике. Настолько это я представила этот дождливый день. Это происходило же осенью. Тоже где-то в это время, дождливая погода мне представлялась. Я представляла этот образ, что я стою в этой толпе, я смотрю на эту прекрасную царицу, которая навсегда покидает наш город. Премьера шла 2 дня, и авторы представили 2 разных актерских состава. Но история та же, год незадолго до взятия Казани. Это наша история, мы должны знать о нашей истории. А в целом, мне кажется, очень достойно. И Татарстан может гордиться, что такой продукт появился у нас. Как родное мое, интересно, это моя история, хоть я и не говорю по-татарски, я русская. Мне очень понравилось. Во-первых, музыка. Она так глубоко западает в душу. В этом мире нужно вовремя становиться едиными, идти на диалог, сближаться. Если бы это понимали 1000 лет назад, может, сегодня жизнь была бы другой, было бы больше любви. По задумке авторов, их Сююмбике – женщина со слабостями и огромной любовью к своей земле и своему народу. В то же время она величава и горда, как и сама опера. Компромисс между историей и режиссерской задумкой. Есть вполне современный язык, в котором можно услышать много чего. Можно услышать и Мусоргского, и Римского-Корсакова, и Чайковского. Они занимаются историей своего народа, своей страны, которая вписана в мировую историю. Меня нисколько не покоробило объявление, что это мировая премьера, хотя ждать, наверное, до каких-то следующих интерпретаций этой партитуры. Это действительно мировая премьера, это действительно попытка осознать себя в космосе. Это замечательно. Критики сходятся во мнении, что Сююмбике – смелая попытка показать национальную оперу миру. Свое высокое искусство – признак духовности народа. У Татарстана уже есть опера Джалиль, есть Алтынчаш, теперь Сююмбике. Таких историй ждут. Важно, как постановка пойдет дальше. Рамиль Шайдуллин, Айгуль Бадрудинова, Рамзиль Гарипов, Марат Саидгараев, Дина Газалиева, Александр Ярошов. 7 дней. Главные новости республики на ТНВ.